Май месяц – это месяц распространения информации о заболевании меланомы. Вот ежегодно в мире диагностируется свыше 230 тысяч новых случаев заболевания меланомы. Что такое меланома? Меланома – это злокачественная опухоль, то есть это злокачественный рак кожи, слизистых и глаза, который развивается из меланоцитов. Меланоциты – это пигментные пятна, которые вырабатывают пигмент меланин, и в большом количестве они накапливаются в родинках. Количество этого заболевания меланомы увеличивается. Почему увеличивается? Это что способствует этому увеличению? Способствует состояние окружающей среды, мода загара. Активно люди используют солярий, длительное нахождение на открытом солнце без использования солнцезащитных средств. Еще в зоне риска этого заболевания, меланомы, относятся люди первого и второго фототипа. То есть это люди, у которых есть светлая кожа, светлые волосы и голубые глаза. На теле у каждого человека у нас есть эти родинки, и каждый человек может сам себе сделать контроль, то есть контролировать состояние своих родинок. Когда они должны обратиться к врачу-дерматологу? Когда родинка меняет свою форму, то есть когда они становятся асимметричными, края становятся неоднородными, цвет, изменяется окраска родинки, то есть они становятся более черными, темно-коричневыми или серыми, есть кровоточивость, а также когда они увеличиваются в размере. При первых же этих симптомах, как я уже сказала, сразу же обращаться к врачу, потому что на первом стадии этого заболевания можно удалить эту родинку, удаляют, и здоровым становится потом человек. Если, например, поцарапать родинку или как травмировать ее? После травматизации тоже, если есть генетическая предрасположенность, если в генетике у такого пациента была в анамнезе есть, меланома, более должны быть осторожными при травматизации, но это не всегда, например, будет, такой случай, что поцарапали, но 100%, чтобы потом у него меланома была, такого нету, но, конечно же, фактор здесь играет генетическая предрасположенность. Как часто к вам обращаются с признаками меланомы? Гальские жители? В Гальском не было пока таких случаев. А какой анализ может выявить меланому? Анализ делается цифровая дерматоскопия. Есть такой диагностику делает специальным цифровым, такой аппарат есть. И если что, и биопсия тоже делается тканей. А в Галле возможно проведение данного вида анализа? В Галле нет у нас такой вид диагностика, у нас нет этого аппарата. А вообще в Абхазии? В Абхазии есть, в Сухуми есть, где и делается биопсия и другие виды диагностики, касаемые с кожей и с раковыми, с опухолями кожи. А теперь расскажите в общем, вообще по Галатскому району, какие встречаются чаще всего кожные заболевания? У нас больше есть такие аллергические дерматиты у детей, атопический дерматит, есть псориаз тоже, псориаз кожи, грибковые заболевания, микозы кожи, скабиаз тоже есть. А меланомы, к счастью, не было пока таких пациентов.